название сегодняшнего концерта это Last Snow, то есть последний снег. И я прочитала, что у вас есть одноименный альбом, который вы записали вместе. Вот скажите, сегодня прозвучит музыка именно из этого альбома или что-то мы еще услышим? Я бы сказал, что это расширенная программа. Last Snow, она уже даже и не обязательно привязана к диску. Да? То есть программа сама по себе каждый раз развивается с каждым нашим туром. И понятное дело, что мы не повторяем пьесы. То есть если повторяем, то только уже в конце как некая аллюзия на то, что мы делали когда-то. Last Snow альбом вышел 4 года назад на московской фирме Artbeat. И понятно, что, так сказать, европейской и мировой общественности он почти неизвестен, только за исключением каких-то коллекционеров и людей, специально занимающихся поиском таких вот оригинальных, редких, эксклюзивных вещей. Да. Вот, поэтому сегодня мы, в общем, программу под названием Last Snow оставляем, но будем играть, в общем, новые композиции. Конечно, некоторые пьесы будут из альбома, из последнего альбома, «Последний снег», из альбома «Край», который, в общем-то, мы представляем сегодня, как мы сегодня говорили о том, что его можно пощупать. Да? То есть это уже альбом, скажем так, первый наш международный альбом. Да? То есть второй еще не вышел, но мы ждем, наверное, в конце апреля. Мы будем ждать. Вот расскажите, все-таки это вся авторская у вас музыка, да, там записана. Расскажите о стиле, какие вообще интересные эффекты там использованы, интересные, может быть, жанровые какие-то элементы использованы. Поделитесь вообще, что это за музыка? Знаете, как Стравинский говорил, что описать музыку в словах — это все равно, что протанцевать про архитектуру, да? Конечно, лучше один раз услышать, но мы абсолютно, я думаю, с Аркадием согласны в основном нашем подходе к музыке, что стилевые рамки, в общем-то, сегодня уже не актуальны. В 2016 году музыку уже начинаешь воспринимать как нечто единое целое. И вот любые вот эти вот жанровые такие коробки, такие как там джаз, классика, R&B, хип-хоп, они уже, в общем, безнадежно устарели. И даже если мы с вами посмотрим на любого какого-то достаточно значимого артиста конца 20 века, например, группа Beatles, да, к какому жанру вы будете относить? Вот тут струнный квартет, тут какая-то медитация индийская, да, это какой жанр? Тут вдруг Диксиленд врубается. Это просто музыка. И то, что мы делаем, это просто музыка, которая, как подобно любому морю, да, она, в общем, в нее впадают все реки нашего какого-то творческого пути Аркадия, моего. То бишь это классика, это, конечно же, джаз, на который я вот полжизни, так сказать, уже потратил, изучая его и преподавая его в Америке. Это все просто сливается в единый музыкальный язык. Составные, конечно, можно назвать. Да, это как специи в кулинарии. Да, то есть, казалось бы, те же 12 нот, да, если говорить о хроматической гамме, собственно, которыми пользуются уже не тысячелетия, а чуть поменьше, тем не менее, все композиторы и исполнители, но каждый добавляет из этих 12 нот, что основные продукты. Вот давайте посмотрим, какие есть основные продукты. Что там, картофель, помидоры, огурцы, там, грубо говоря, там, масло, молоко. В общем, не так много найдется основных продуктов, которые по всему миру люди, в общем, пользуются, да, используют в еде, в питании. Но каждый человек, каждая хозяйка это делает по-своему, да, из тех же самых
ингредиентов составляет совершенно свое блюдо и всегда говорит: ой, это моя бабушка делала вот так вот, как же вкусно она делала этот картофель, вот там она как-то его там с сыром обволакивала, там как-то она его в духовку там запекала. У каждого есть свой секрет. Конечно, у нас тоже есть свои секреты, естественно. Вы спрашивали про краски, про тембры. Конечно, не часто услышишь дуэты, в общем-то, скажем так, компровизационной музыки, да, музыки, где используются элементы и композиции, и импровизации, фортепиано и валторна. И еще реже фортепиано и альпийский рог. Да? И поэтому все это, естественно, в течение 5 лет оно, конечно, вырисовывалось, оно как-то варилось, и там, ну не знаю, это такое действительно блюдо, которое вот в принципе на части разобрать можно, но по вкусу я не думаю, что даже большой специалист и гурман определит, что же это за стиль. Но варилось-то все-таки в мажоро-минорной системе или уже вы отходите? Да нет, это уже тоже не важно. В мажорно-минорной системе это тоже абсолютно не важно. Это все зависит от настроения. Спектр, конечно, музыкальный очень большой. Ну, так же, как и человек, да, когда он взрослеет, он приобретает опыт, чувствование, эмоциональный опыт. И, соответственно, это все выражается в музыке. Да. Конечно, есть и грустные, романтические вещи, мы это очень любим, тем более, что валторный инструмент сам по себе романтичный, да, поющий, совершенно верно, очень близко к голосу. Есть и пьесы совершенно неожиданные по своему, как один сказал наш очень хороший друг, композитор, после нашего концерта сказал, что слишком даже много разносолья, да, то есть для настоящего гурмана может быть даже много блюд одновременно в одном концерте. То есть, в общем, такое обжорство. В хорошем смысле слова обжорство, да. Но вот эти произведения у вас имеют все-таки какую-то драматургическую, может быть, линию? Или это все-таки больше ассоциации, какие-то абстрактные? Ну, конечно, имеют, конечно. Вот программа «Край». Вадим может больше рассказать об этом. Конечно, расскажите. Ну, вообще, я думаю, что каждая практически наша пьеса имеет какую-то свою историю, внутреннюю историю. Это такие вот фильмы, которые происходят у нас в головах. Мне довольно часто говорят: у тебя такая музыка кинематографическая, почему ты не пишешь для кино? И я всегда отвечаю, что зачем мне кино? Кино уже произошло в моей голове. И это даже, в общем, интереснее, поскольку, слушая эту музыку, у каждого будут проплывать какие-то свои картинки. Да. Я буду сегодня на концертах тоже рассказывать про пьесы, что послужило какому-то вдохновению. Ну, в принципе, чтобы быть совсем-совсем честным, я скажу так, ну, лично мой процесс, может быть, у Аркаши он проходит по-другому. У меня нет такого, что вот я увидел потрясающий, скажем, снегопад и побежал к роялю, и вот сейчас я буду изображать снег, да? Или вот что я не знаю, там, не знаю, что у меня в жизни произошло, я срочно должен сейчас написать пьесу. Так не происходит. Происходит скорее, что я просто люблю рояль, так уж получилось, и я сижу там, что-нибудь играю, или занимаюсь, разучиваю какую-нибудь фугу Баха, или просто импровизирую. И натыкаюсь на что-то. Натыкаюсь, и у меня постепенно мое ухо натренировано, в общем, таким образом, что я слышу: о-о, это что-то может быть. Я чувствую, тут есть какая-то энергия. Я могу это записать на свой там iPhone, прослушать еще раз, может быть, еще где-то в автобусе по дороге там куда-нибудь послушать. И вот дальше уже встает вопрос: а что же это? Что мне вот пришло? Я должен это как-то расшифровать. Это ирония, или это легкая грусть, или это трагизм. И для того, чтобы мне это развить, мне нужно понять, какой же фильм я снимаю. Или картину. Иногда одной картины хватает. Вот
Я сейчас гулял вдоль Невы и страдал, бог ты мой, зачем я сюда пошел? Тут сосульки сверху, тут грязь, тут машины, обляпались. Что это за прогулка? Никакого удовольствия я не получаю. Но потом мы сели играть концерт, и во время одного из соло я вспомнил эту Неву, изрезанную такими вот снежными, какими-то льдинами, какое-то вот, действительно побоище прямо там. И я уже играл, ориентируясь на эту Неву. То есть ассоциации и истории скорее помогают развить и понять, что пришло спонтанно. Вот вы говорите, как-то натыкаетесь, а как вы наткнулись на Волторну? И вообще, как произошел такой дуэт? Ну, это да. Я просто хотел немножко добавить, что никому, ни для кого не секрет, что музыка — это, пожалуй, самый абстрактный из всех видов искусств. Да? Конечно, самое простое — это пойти, так сказать, путем иллюстрации. Да? То есть вот как Вадим сказал, увидел снег, а тут же сел, что-то наиграл или там какую-то ситуацию, там, не знаю, писал войну или там, не знаю, футбольный матч какой-нибудь. И все это есть, и все это было, и в истории музыки известные, когда писали просто музыку к обеду, да, то есть это специальная музыка к обеду исполнялась только тогда, когда люди, мало того, каждому блюду было отдельное произведение. Да, такая иллюстративность, да. А что, пионерские лагеря, разве не то же самое? Когда на горных играли, я был же гарнистом в пионерском лагере. Вот, и я играл эти все, бери ложку, бери хлеб и садишься за обед, там все эти горные, которые призывали тебя либо спать, либо есть, либо просыпаться. Да? Значит, это явная такая иллюстрация. Понятно, к музыке это имеет мало отношения, но это же все равно звуки, да? Это сигналы. Собственно говоря, и первоначальная природа Волторны — это тоже сигналы, это охота, и даже название «Вальдхорн» от слова «лесной рог». Значит, понятно, что это лес, природа, соответственно, звук Волторны всегда ассоциировался у композиторов все-таки с воздухом, да, с красивыми романтическими какими-то там вот лесными пейзажами, допустим, или звуками леса, птицы, там, я не знаю, шум деревьев и так далее, так далее. Вот. А альпийский рок, соответственно, горы. Это эстетика гор, ну так повелось, да. Тоже можно пойти по этому шаблону. Ага, значит, если альпийский рок, давайте сейчас будем играть вот эти вот сигналы пастухов. Да, и это все, в общем, так и делается, и многие идут этим путем. Наша задача другая. Мы хотим сделать так, чтобы слушатель или зритель не видел инструменты и не слышал инструменты, чтобы Волторна звучала как рояль, а рояль звучал как Волторна. То есть вот это, для нас это наиболее, ну, как сказать, неважно, какими ты средствами ты сделаешь. Но так случилось, что я полюбил Волторну, он полюбил рояль. Вот. И эти два инструмента, которыми мы владеем лучше всего. Я могу, конечно, тоже сесть за рояль, и он может тоже взять Волторну, но это будет не совсем то, и это будет фальшиво. Да? Вот. А когда мы, в общем, делаем со своим... Наши инструменты — это уже это продолжение нашего голоса, то есть это продолжение нашего «я». Мы уже не принадлежим себе, когда мы вот прикасаемся к клавишам или прикасаемся к клапанам, да, то есть мы уже единое целое, а когда еще единое целое с инструментом, значит, получается, уже два дуэта, да? Вадим и рояль, Аркадий и Волторна, значит, нас уже четверо, да, это уже ансамбль. Соответственно, надо нам договориться, всему ансамблю договориться, что мы делаем и какую рисуем историю или какой снимаем фильм. Ну и, видимо, договориться получилось. Ну, конечно, но опять-таки это же тоже, прежде чем снимать фильм, есть режиссер, да, есть сценарист, есть оператор, которые собираются вместе. Так, ребята, что мы делаем, какими средствами, да, что мы хотим, какой фильм снять, какую историю или какую картину нарисовать, правда?
Так и у нас. У нас тоже довольно долгая история. Мы начали играть 5 лет назад, но мы знали друг друга гораздо раньше. И Вадим был знаком с творчеством коллектива, в котором я до сих пор иногда работаю. Я был и остаюсь фанатом. Вот, то есть он уже видел фильмы, которые мы делали, да? Вот, но он не захотел подражать, он не захотел идти этим же путем, он увидел, что ага, вот так можно, ну-ка, как я, попробую-ка я снять фильм свой, в котором есть продолжение, да, то есть, скажем, того сюжета или того сценария, который был, который он услышал или увидел в том, что я делаю с Moscow Art Trio, и пошел дальше. А в какой-то момент он подумал, а не пригласить ли мне на роль вот влюбленного героя, вот того самого волтраниста, которого я слышал когда-то 20 лет назад. Там вот он мне подходит в моей музыке, он может вполне, так сказать, свою роль выполнить достойно. Ну вот как-то так. У нас остался последний вопрос, это стандартный вопрос ко всем гостям нашим. Знаю, что вы уже были у нас в Казани, но в филармонии побывали вы впервые. В филармонии, правда. Вот. И поэтому, естественно, у нас такой вопрос, как вы уже познакомились с нашим залом, как вам зал, как акустика, как инструменты, как впечатление? Мы можем, конечно, больше сказать после концерта, но первое впечатление замечательное. И это действительно акустический зал. Мы сразу решили играть в акустику без всяких микрофонов. Мы это любим. Мы любим акустический зал. Я вообще хочу сказать, что у меня какое-то совершенно особое теплое отношение к Казани и к культурному слою, который Казань подарила. Я всегда знал, конечно, о Софье Губайдуллиной, которая вышла отсюда и которая до сих пор говорит, между прочим, очень положительно о том, что сегодня происходит в Казани. И я это всегда знал. Потом мы с Аркадием приехали сюда 2 года назад, и это был совершенно незабываемый для меня концерт, потрясающий зал, какие-то удивительные люди. Это всегда чувствуется, вот обмен, когда летишь вот на этой вот энергии. Вот. А в последнее время, живя в Нью-Йорке, я даже начал сотрудничать с музыкантами из Казани. Вот я недавно играл с потрясающей альтисткой. Я считаю, что это гордость вашего города, Аделя Шагидуллина, которая здесь училась и в десятилетке, и в консерватории, сейчас, в общем, покоряет Америку. Сейчас выиграла очень крупную американскую премию. Вот, так что я вот через нее и других вот, музыкантов Татарстана уже в Штатах, в общем, чувствую, насколько у вас тут сильный такой культурный пласт. Поэтому для нас это просто счастье как-то приобщиться к этому и стать частью этого. У меня вообще давнишняя история. То есть у меня с Казанью, ну вот пока еще с Сашей Сладковским мы ничего пока не... Нет, мы с ним играли, но не в Казани. Много лет назад в Санкт-Петербурге мы сотрудничали с ним. Ну, думаю, что скоро мы еще сделаем. Случай. Да, и даже, возможно, с Вадимом. Потому что есть программа с дуэта с камерами. Ну, пока не с камерами, с большим оркестром, но и, в общем-то, реально ее сделать из камерного оркестра. Да, зреет. Да, это уже следующий этап. Ну что ж, будем очень рады услышать эту вашу новую программу, все идеи новые. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.